Привет! На этом видео я рассказываю о своих первых впечатлениях о Кыргызстане. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго, хорошего просмотра. Давайте встретим Алексей Щегорцов, ваши аплодисменты. Саламат ССБ. Я когда прилетел в Кыргызстан, сразу столкнулся с беспределом. У меня прямо в аэропорту изъяли траву и дали траву получше. Потому что это Кыргызстан, здесь со своим нельзя. Нужно чтить местные обычаи и иссыкульский урожай. Кто-то, кстати, был недавно на Иссыкуле, похлопайте. И я был, прикиньте, да, загорел там, но не весь, только руки. Я вот сейчас смотрю, и по всем внешним признакам у меня получаются руки кыргыза. И так и хочется этими руками сделать то, для чего подходят руки любого нормального кыргыза. А именно свергать затрахавшего президента. Если честно, думаю, этот навык домой отвезти. Там он, в принципе, пригодится. И я удивился от того факта, что у вас в Кыргызстане было 3 революции. Не потому, что я россиянин, и хуй его знает, как одну сделать, нет. Я удивился от ваших 3 революций, потому что это получается, что 3 раза получилось собрать кыргызов в одном месте вовремя. Получается, здесь есть только 2 таких места. Это революция и концерт скриптонита в Алматы. Мне нравится здесь особенно правила дорожного движения. Например, то, что пешеходы должны четко попадать в настроение водителя. Водитель как думает? Да, я этот пешеходный переход вижу, но я его не чувствую. Главное, когда камера есть, чувствую. А сейчас не чувствую. Но есть очень простое правило, как здесь переходить дорогу, чтобы вас не сбили. Все очень просто. Нужно переходить не на зеленый, а на рахате. И мне здесь нравится, потому что кыргызы очень гостеприимные, правда. Это даже по инстаграму заметно, реально. Меня каждый день какие-то ребята в директе зовут на каток. Очень приятно. Нет, я знаю, что это член, просто нравится чувствовать себя привлекательно. То, как вам заходит эта шутка, я называю «прошелся катком». Как вы поняли, я интегрируюсь. Даже входил в кино на разбой. Кыргызский фильм. Кто-то был? Похлопайте. Блин, одни русские, ничего. Так, и фишка в том, что я ходил на русском языке, и вот на кыргызском билет стоил 140 сом, а на русском 350. Так вот, мне кажется, ваш разбой – это грабеж. Так, вообще я привык хранить деньги в иностранной валюте, приехал сюда, подумал, какая здесь иностранная валюта, в общем, купил тенге. И это было дебильнейшее решение, которое я мог принять в Кыргызстане. Тупее было бы только торговаться на Ожском рынке с русским хлебальником. Поэтому я торговался на Артасайском. Ну, а вдруг там тенге принимают? Так, я здесь снимаю квартиру, и недавно за один день у меня там отключили свет, воду и лифт. Я называю это кыргызстанский хэт-трик. Через сутки все вернули, но за это время я успел понять, почему именно в этой стране появилось произведение с названием «И дольше века длится день». Сейчас расскажу секрет вам про релокантов, уже пора. Знаете, почему мы все время ходили с портфелями? Потому что Кыргызстан – это школа жизни. Такая, знаете, особенная школа. Хочется остаться на 2-й год. Если честно, я вообще не хочу выпускаться, а то еще в армию заберут. Мы это проходили. Сейчас поговорю о серьезной теме, о кыргызском расизме. Где он?
Я здесь почти год нахожусь, ни разу не сталкивался. Я подумал, с чем это связано, и обычно иммигрантов гонят почему? Уже не забирают рабочие места. Ну у кого? У слесарей, у ремонтников, у строителей. А этим в Кыргызстане всегда занимались русские. То есть, если я и стану жертвой расизма, то только от местных русских. Ну этих, которые еще на кыргызском торгуют на Ожском. Честно, я узнал про то, что нас, приехавших, недолюбливают местные русские от местных русских стендаперов. Но я подумал, что это какой-то прикол. Я говорю, ну это же вы прикалываетесь ради шутки. Они говорят, да, мы очень любим прикалываться ради шутки. Не в этом случае как раз так. Но они зря напрягаются, потому что очень легко отличить нас и местных русских по глазам. Потому что у нас глаза грустные, а у ваших накуренные. Это совершенно разные люди, да. Мне как-то кое-кто из местных говорит, ну слушай, пойми, вы, русские, для нас это как в Америке нигер. Я говорю, ах так, тогда ты не можешь называть меня джумбашом. Потому что только джумбаш может называть джумбаша джумбашом. Для тебя я Орус. Он говорит, хорошо, Орус, хочешь как в Америке? Тогда номер на Иссыкуле я тебе сдам в долларах. Я говорю, подожди, стоп, может быть, я все-таки джумбаш. Если честно, не обижаюсь на такие слова, потому что трудно обижаться на оскорбление, которое звучит как имя смешарика. Посудите сами. Бараш, лосяш, джумбаш. Один пишет стихи, второй открытки, а третий чинит Субару. Но я решил не обижаться еще по одной причине. Пока ваше правительство не заставляет меня оформлять РВП, называйте как хотите. Джумбашом, Орусом, Амбашом, мне плевать. Главное, в ЦОН меня не посылайте. Честно скажу, в статусе джумбаша гораздо приятнее, чем в статусе дезертира. И права почти не забирают. Так, выборочно немножечко. Так, я здесь довольно давно, и я поэтому стараюсь быть удобным, реально. Я уже вместо «привет» говорю «салам», да? Не заказываю свинину, прикалываю срилакантов. В общем, делаю все, чтобы нравиться местным, и меня пока все устраивает, но я боюсь, что в какой-то момент я реально решусь на обрезание. Просто чтобы даже на Иссыкуле, на горячих источниках сливаться с толпой. Тем более мне местные сказали, что если сделаю, они мне разрешат при них есть свинину. И я вот думаю, так ли мне нужен этот кончик, как бекончик? Да, главное, чтобы это реально оказался кончик, а не салам пополам. Прикольно вы. Я за это время, что здесь окыргызился, сейчас объясню, что это значит. Это влияет на меня на каком-то бытовом уровне. Я недавно увидел сторис в Инстаграме у подруги, там было написано «Хочу прокатиться на байке». Но я прочитал это с кыргызским ударением. А я как раз Алексей Байке. Поставил ей огонечек, думаю, дальше сама разберется. И мне перед тем, как я сюда переехал, было очень трудно в Москве. Или, как вы услышали, мне было очень трудно в Москве. Но правда, поймите, мне пришлось менять валюту. Я боялся заходить в метро. Мне пришлось покупать билеты на aviasales.kg. Это было очень тяжело, очень тяжело. Я подумал, это получается, я целый день провел в Москве как кыргыз. И мне не понравилось. Я подумал, что что в Бишкеке мне будет кайфовее. И стало, прикиньте, вообще метро не раздражает. А сейчас не шутка, а просто внимательно посмотрите на мое лицо. В России это называется жест доброй воли. Спасибо большое, что послушали. Мне очень понравилось для вас выступать. Вы классные, похлопайте себе. Круто, круто.
Вообще я придумал этот монолог специально, знаете, чтобы вам понравится. Ну типа каток, байхен, арахати, вот это все. И вам понравилось? Но я думаю, еще бы вам не понравилось. Наконец-то россияне начали под вас подстраиваться. Всем спасибо, я пошел.